Здравствуйте, я представляюсь вам, я Корнилов Геннадий Андреевич, генерал-майор юстиции в отставке, пенсионер Центрального аппарата МВД России. В этом году 80 лет прошло после битвы под Москвой в 1941 году. Это была славная, тяжелая, но и героическая страница нашей истории, друзья. Потому что фашисты, руководство гитлеровской Германии разработало план «Тайфун», это всем известно, по захвату столицы нашей Родины Москвы и дальнейшего разгрома Красной Армии. Начиная с конца сентября и до весны 1942 года охватывается в истории так называемая битва за Москву, битва под Москвой. И мы все знаем по истории, по учебникам, по кинофильмам, по воспоминаниям ветеранов, участников этих сражений, какие были бои на подступах к Москве. У всех на памяти такие населенные пункты, как Волоколамское направление, Можайское направление, Каширское, Ржев, Ельня и другие названия географические у нас на памяти. В этой битве участвовали многие сыны нашей Родины разных национальностей, и в том числе и якуты, и выходцы из Якутии, и якутяне. По статистике, по историческим документам известно, что выходцы из Якутии воевали в разных подразделениях, которые защищали город Москву. Особенно много их было в многочисленных лыжных батальонах, кавалерийских корпусах, первом и во втором, героических кавалерийских корпусах, но и стрелковых сибирских дивизиях. И в принципе в народе есть понятие, память о том, что Москву отстояли сибирские дивизии. Да, очень тяжелое положение было, вот если почитать воспоминания, мемуары, исторические документы на Можайском направлении, когда немцы там первое время опрокинули все заслоны и угрожали очень серьезно захватом ракад и шоссейных дорог. В это время командование, Ставка Верховного Главнокомандования накапливала резервы, и очень большая была, оказывается, битва разведок, битва умов для того, чтобы замаскировать свои истинные действия, истинные замыслы и планы. И, конечно, были большие ошибки и большие победы. И в конце концов, когда был накоплен очень большой резерв, началось контрнаступление наших войск, и немецко-фашистские войска были отброшены на 100-250 километров от Москвы. И тут возникает город, героический город Ржев, Ржевское направление. И граница, докуда отбросили немецкие войска, это был Ржев, Ржевский плацдарм, Ржевские рубежи, где проходили в 1942-1943 году кровопролитные сражения. Про эти сражения говорят, что они мало известны были, и в советское время про них упоминали мало. И когда потом выяснилось, что там были очень большие потери, не только с нашей стороны, но и со стороны фашистов, потому что
были очень много наступлений, контрнаступлений, и много было потерь с той и с этой стороны. И если говорить про Ржев, то Ржев – это прямая дорога и прямая угроза Москве, столице нашей Родины. И если вы не знаете, я могу напомнить, что Рижский вокзал в то время назывался Ржевский, и с этого вокзала день и ночь шли подкрепления, шли резервы, шли боеприпасы. Все шло снабжение вот это в сторону Ржевского фронта. И в этом отношении у меня есть личная история. У моего отца Корнилова Андрея Ефимовича было 2 сына, мои единокровные братья Петр и Гавриил. И оба они пропали на полях сражений, без вести пропавшими считались. И вот в 2007 году под Ржевом были обнаружен медальон старшего брата моего, Корнилова Гавриила Андреяновича, лейтенанта, командира минометного взвода 373-го полка. И в этом медальоне была записка, где написаны его данные и данные моего отца, где он говорил о том, что вот он находится на фронте. И таким образом нашелся воин, якутянин, который погиб смертью храбрых на поле сражения. И в 2007 году он вместе с останками других бойцов был с воинскими почестями похоронен в братской могиле в деревне Глебово Ржевского района. Память о погибших воинов живет, и об этом не забывают. В деревне Филькино по инициативе правительства Якутии и на средства якутян создан монумент воинской славы. И также там находится храм-часовня Николая Чудотворца. Во многих местах, где шли сражения, где участвовали наши земляки, якутяне, также имеются памятные стелы, монументы, плиты. Например, в Ржевском районе, в Зубцово, на Московской горе, есть камень памяти, где это очень большое мемориальное кладбище, где захоронены более 10 тысяч бойцов, погибших в этих боях. Также имеются памятные знаки и плиты в Вельне, на 125-м километре Минского шоссе. А также в деревне Зендиково Каширского района Подмосковья имеется. И мне очень приятно, и для меня большая честь, и для моих родных приветствовать и выразить вам благодарность за память о погибших воинах, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Спасибо за внимание.